работе пилотного проекта «Бережливое правительство» и о том, как стать почетным донором, расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. Сигнал для остальных инвесторов для того, чтобы вкладывать свои деньги в нашу республику. Предприниматели из Турции готовы к сотрудничеству с осетинскими коллегами по бизнесу. Конструктивный диалог состоялся во Владикавказе. О чем договорились и какие сферы будут развивать? За или против? В Госдуме обсуждают вопрос отмены моратория на смертную казнь. За возврат высшей меры наказания уже высказались лидеры нескольких политических партий. Инициативу поддержала депутат Госдумы Зураб Макеев. Я была почетным донором РСФСР, а сегодня мне вручают почетного донора России. Быть донором – это почетно. Еще 36 человек пополнили ряды людей, которые сдают кровь ради жизни. Как чествовали почетных доноров, расскажем. Наладить производство по переработке овощей и расширить рынок сбыта собственной консервной продукции. Такую задачу ставит руководство республики. О том, какие для этого есть возможности и какие механизмы уже запущены, говорили сегодня на Совете по предпринимательству. Заседание прошло на предприятии по переработке овощей «Просторос». Такой формат выбрали не случайно. Члены Совета на месте смогли оценить масштабы производства. На его примере глава рекомендовал создавать новые. Подробности расскажет Алана Тамаева. Год назад работа здесь только запускалась. Сейчас компания «Просторос» уже известна на рынке Северной Осетии и не только. Начинали с нескольких видов продукции, в том числе соуса нартов. Это традиционный осетинский соус из листьев перца. Сейчас в списке уже порядка 30 позиций. Предприятие недавно запустило новый продукт – натуральные снеки. Это сухарики с чесноком и фруктовые чипсы. Все ингредиенты натуральные, сделаны в Осетии. Сегодня на базе компании провели совет по предпринимательству. Глава республики Вячеслав Бетаров вместе с представителями профильных ведомств, банков и предпринимателями побывал на производстве. Познакомились с продукцией, посмотрели, как работает завод. Вячеслав Бетаров отметил, такой формат выбрали не случайно. Важно обсуждать проблемы и нужды предпринимателей прямо на производстве. Глава вспоминает, в советское и постсоветское время республика славилась овощеводством, но сейчас отрасль переживает тяжелые времена. Руководство республики намерено это изменить. Сегодня такая парадоксальная ситуация складывается. Овощеводу невыгодно производить, потому что у него боязнь продажи своей продукции. На рынке он определенное количество продаст, а остальное это быстро портящийся продукт. Куда девать? Он пропадает, он несет убытки, поэтому овощеводы отказываются от этого, переходят на кукурузу, произвел кукурузу, продал. Это тоже неплохо. Но хотелось бы, чтобы овощеводство в республике возродилось. Поэтому нужна такая комплексная программа, как я уже сказал. Когда будет интересно и овощеводу, и переработчику, и продавцу, а в итоге будет интересно и выгодно жителю нашей республики. Руководитель компании отмечает, поддержка действительно нужна. Предприятию сложно конкурировать из-за вопроса ценообразования. Часть сырья фирма закупает за пределами республики. Более того, это сырье, овощи сезонное. Оттого цены изменчивы. Представители компании надеются, что после сегодняшнего совета будет результат. В общем, у республики одна проблема, она как-то системна. То есть фермеру интересно прибыль получить. И он ее может получить только на рынке. Нам интересно прибыль получить, потому что нам нужен дешевый огурец, грунтовой. Помидор на грунте нам нужен. Его в республике нет. И мы зависимы сегодня от рынков соседей. И вот мы как друг другу, что ли, руки связали в развитии. И сегодня весь коллектив, скрестил пальцы в надежде на то, что завтра нам будет гораздо лучше, чем сегодня. Вячеслав Бетаров отметил, необходимо разработать общереспубликанскую государственную программу поддержки отрасли. Глава считает, что взаимодействовать должны не только перерабатывающие предприятия, но и поставщики сырья, то есть овощеводческие хозяйства. Это приведет к развитию всей сельскохозяйственной отрасли. Надо сперва, вот как Тимур Майрбекович сказал, надо встретиться с сельхозпроизводителями. И такую кооперацию давайте создадим все же. Не вы им советуете, вы им помогите. Если вы им советы будете давать, то мы им зачем нужны?
По итогам Совета разработали протокол поручений. Представители ведомств в ближайшее время приступят к разработке программы. Алана Тумаева, Александр Каджаев. Новости Осетии. Северная Осетия будет сотрудничать с инвесторами на международном уровне. В республику приехали предприниматели из Турции. Это экспортная ассоциация бизнесменов Восточной Анталии. Они занимаются производством строительных материалов. В Национальной научной библиотеке собрались представители Минстроя республики, строительной индустрии и торговых компаний. Турецкая сторона рассказала о своих намерениях. Планируется расширить свой вопрос и представить свою продукцию на российском рынке. Северная Осетия со своей стороны предложила сотрудничать в области строительства гостиничного сектора, учитывая турецкий опыт создания логистических центров. Это позволит обеспечить жителей республики рабочими местами. В июле в Анкаре уже побывала делегация из Северной Осетии. Там они познакомились с турецкими компаниями и решили сотрудничать. Мы предварительные исследования делали, и процент роста рынка, особенно строительного сектора, очень высок. Разумеется, это наше внимание на это было обращено. Между нами, если считать, порядка 500-600 километров между Восточной Турцией и этим Северным Кавказом, поэтому у нас очень большие планы на этот регион. Необходимо учитывать, что рынок Северной Осетии он не так велик сам по себе, но наше географическое месторасположение оно дает серьезное конкурентное преимущество для продвижения товаров по всей Российской Федерации. Конечно, наша республика заинтересована в этом. Это дополнительные рабочие места, это налоговые отчисления, это также сигнал для остальных инвесторов для того, чтобы вкладывать свои деньги в нашу республику. Северная Осетия стала одним из первых регионов страны, в котором 2 года назад стартовал федеральный пилотный проект «Бережливое правительство». В нем участвуют все министерства, ведомства и предприятия республики. Об этапах реализации проекта говорили на совещании под председательством Ахсарбека Фадзаева. Вице-премьер призвал вести работу более высокими темпами, отметив, что не все органы местного самоуправления включились в пилотный проект. Между тем, есть положительный опыт. На Владикавказском вагоноремонтном заводе добились существенного улучшения производственных показателей. Свою эффективность проект продемонстрировал и на примере сети поликлиник республики. Вообще-то сам проект назывался «Бережливое производство». Оттуда все это началось, и плавно это перешло к и органу управления тоже. И в системе управления также можно добиваться высоких результатов, повышения эффективности, оптимизация неэффективных процессов и так далее. Это очень важно. Даже на своем рабочем месте даже чиновник может многое совершенствовать в своей работе и повысить КПД. Хотя многие не понимают, чем это, какую пользу принесет. Поэтому для того, чтобы это понимать, нужно, наверное, вникать. Справедливая Россия попросит отменить мораторий на смертную казнь для тех, кто покушался на жизнь ребенка. Об этом заявил глава фракции Сергей Миронов. По его словам, в ближайшее время проект внесут на рассмотрение в Госдуму. Высшую меру наказания отменили в России с момента ее вступления в Совет Европы. Последний смертный приговор был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. В мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм. И снова эта тема на повестке. Все за и против попыталась взвесить моя коллега Карина Гигалаева. Она у нас сегодня в студии. Карина, здравствуй. Ну и тебе слово. Здравствуй, Лена. Да, действительно, сейчас о том, чтобы вернуть смертную казнь, говорят много. Тема вызвала настоящий эмоциональный взрыв не только в интернет-пространстве. Об этом заговорили и в Государственной Думе. Впрочем, давайте обо всем по порядку. После убийства 9-летней девочки в Саратове депутат Госдумы от Саратовской области Евгений Примаков предложил вернуть смертную казнь. Об этом он написал в соцсетях. В поддержку смертной казни также высказались депутат от КПРФ Ольга Алимова, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Кстати, именно он в минувший вторник анонсировал скорое внесение в Госдуму законопроекта, который отменяет мораторий на смертную казнь в отношении террористов и убийц детей. Обосновал это следующим. Даже пожизненное заключение – это не то наказание, которое должны понести эти нелюди. Им не место на нашей планете. Этого требует наш народ, этого требует наша совесть, этого требует просто человеческая справедливость.
Теперь в официальном аккаунте Госдумы ВКонтакте проводят опрос. Пользователям предлагают ответить, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов. За 5 дней в голосовании приняли участие порядка 150 тысяч человек. Больше 118 тысяч интернет-пользователей высказались за высшую меру наказания. Ответ «нет» выбрали более 25 тысяч человек. Ну а за третий вариант «другое» проголосовали чуть больше 5 тысяч опрошенных. Свое мнение высказал и депутат Государственной Думы Зураб Макиев. Он тоже выступил за введение смертной казни для детоубийц и террористов. Парламентарий напомнил, что для жителей Северной Осетии тема терроризма и убийства детей болезненная. Даже спустя 15 лет после Беслана наши раны еще свежи и кровоточат. Наших детей уже не вернуть. А детоубийца и террорист Нурпаши Кулаев, к сожалению, живой, делает какие-то заявления, публично о чем-то рассуждает, даже о семье. Это справедливо? И ладно, что вместо смертной казни он приговорен к высшей мере наказания в виде пожизненного лишения свободы. А ведь бывают случаи, когда детоубийцам дают всего десяток лет лишения свободы. А это справедливо? Считаю, что таких нелюдей не должна носить земля, а деньги налогоплательщиков не должны уходить на их содержание в тюрьмах. Споры о том, нужно отменять мораторий на смертную казнь или нет, возникают регулярно. Особенно после громких преступлений, вызвавших широкий общественный резонанс. На эту тему высказываются и общественные деятели. Это не может уже повторяться из раза в раз. Мы понимаем, что это такое. Мы Осетия, как никто другой. Мы помним Беслан, мы все это помним. Поэтому для нас это особенная боль и особенное неприятие вот таких, знаете, пространных разговоров. Надо быть толерантными, надо быть еще какими-то, надо быть справедливыми. И преступник должен нести наказание такое, какое ему должно нести по степени тяжести его преступления. Если это смертная казнь, надо рассматривать и этот вопрос. Наша партия готова поддержать этот законопроект, потому что речь идет о безопасности наших детей. И, конечно же, эта тема не может оставлять нас равнодушными. Но если копнуть глубже, то мы сталкиваемся с тем, что мы наделяем государство правом отнимать жизни у наших граждан. И тут стоит опять-таки учесть, что история знает сотни примеров того, когда происходили судебные ошибки и казнили людей, а потом оказывалось, что люди абсолютно ни в чем не виноваты. Не принимать во внимание тот факт, что к высшей мере наказания могут быть приговорены невиновные, тоже нельзя. Чтобы избежать необратимых ошибок, депутат Госдумы Зураб Макиев предложил следующее решение. Давать виновным и их адвокатам от 5 до 10 лет отсрочки до приведения в исполнение приговора. Это время для того, чтобы искать доказательства их невиновности. Как юрист понимаю, что всегда во всем надо тщательно разбираться, особенно в тех вопросах, которые касаются человеческих жизней. Введение смертной казни с такими условиями будет вполне справедливо. Отметим, бескровный период в современной России начался с 90-х годов. Отмена смертной казни была важнейшим условием вступления России в Совет Европы. И в 96-м году представители МИД страны подписали протокол номер 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Однако Госдума документ до сих пор не ратифицировала, и смертная казнь из российского законодательства формально не исчезла. Но все противоречия окончательно решило изъяснение Конституционного суда от 1999 года. Тот факт, что протокол номер 6 до сих пор не ратифицирован, в контексте сложившихся правовых реалий не препятствует признанию его существенным элементом правового регулирования права на жизнь. С 1997 года смертная казнь применяться не может, то есть наказание в виде смертной казни не должно ни назначаться, ни исполняться. 2 августа 1996 года был расстрелян серийный маньяк Сергей Головкин. Это была последняя
Смертная казнь в России. С тех пор вопрос часто поднимался. Бурные разговоры о возвращении смертной казни были и в 2006, и в 2010. Законопроекты, предполагающие введение смертной казни за отдельные преступления, вносили в Госдуму еще в 2015 году. Однако пока ни к чему не привели. Что ж, Лена, посмотрим, что будет на этот раз. Спасибо, Карина. Очень детально попыталась разобраться в ситуации, но мы продолжаем наш выпуск. Не ради славы, ради жизни. Так объясняют свой поступок доноры. Люди, сдавшие кровь 40 раз и более заслуженно, вступают в ряды почетных доноров. В Северной Осетии высокое звание сегодня получили 36 человек. Их чествовали на станции переливания крови. На торжественном мероприятии побывал Николас Джоев. В лабораториях станции переливания крови работа не останавливается ни на минуту. Светлана Кокоева в таком режиме работает уже почти полвека. Говорит, чтобы кровь донора могла спасти чью-то жизнь, она должна пройти несколько этапов. Эритроциты нормальные, лейкоциты нормальные, формула нормальная, тромбоциты хорошие 210. Кровь его нормальная. Все. Она подходит? Она подходит для дачи. Теперь дальше. Еще не все. Еще у нас есть аппарат. Называется Фуджи. Это аппарат биохимический анализ. Здесь изучает работу печени донора. Как только кровь проходит все необходимые исследования, а их более десятка, ее с помощью центрифуг разделяют на компоненты и помещают в специальное хранилище. А вот это помещение с десятком холодильных установок – это так называемый банк крови. Здесь, в этих холодильниках, при температуре минус 40 градусов хранятся компоненты крови. За всю историю существования этого банка здесь свет не отключали ни разу. Если даже на минуту эти холодильники останутся без электричества, то содержимое погибнет. Источник жизни необходимо пополнять ежедневно, поэтому для работников станции переливания каждый донор на вес золота. За добрую миссию 36 человек сегодня получили звание «почетный донор». Эти люди сдали кровь больше 40 раз. К почетному званию прилагаются денежные премии. Первый раз я пришла сдавать в 60-м году. И с тех пор я до 95-го года каждый месяц, каждый год сдавала кровь. Я была почетным донором РСФСР. А сегодня мне вручают почетного донора России. Я очень благодарна всем этим сотрудникам. Нужный человек в обществе. Помогаю кому-то. Были кризисные, приглашали там 2-3 человека. Я сюда приезжал, звонили, я приезжал, сдавал кровь. Стать донором может каждый. Донация является безвозмездной, но человек может рассчитывать на ряд социальных льгот. 2 дня выходных после процедуры и единовременная компенсация в размере 5% от прожиточного минимума. Это чуть более 500 рублей. Николас Джиов, Ибрагим Чочиев. Новости Осетии. В Владикавказе почтили память павших в локальных войнах. Акция «Живая память» проходит уже 5-й год подряд. Инициатор – Североостинское отделение общественной организации семей погибших защитников Отечества. Более 400 уроженцев республики проявили мужество и героизм, защищая Родину. Участникам акции рассказали о подвигах, причинах и последствиях локальных войн. В памяти погибших в небо выпустили белые шары. В Осетии чтят память ребят. Детям очень это интересно. И они с удовольствием приходят. До Дня Победы мы еще откроем доски мемориальные, проведем еще мероприятия. Каждый сегодня находящийся здесь, он обязан и должен чтить память тех героев, которые отдали свои жизни ради нашего же мирного неба над головой. В Ардоне создали первый отряд юных полицейских. 10 старшеклассников вступили в ряды помощников и будут ежедневно вместе с инспекторами следить за общественными порядками. Проект создан для воспитания в юных участниках качеств и навыков, которые в будущем помогут стать им достойными представителями правоохранительных органов страны. Школьники, согласно уставу, помимо прилежной учебы и следованием высоким нравственным принципам, должны будут соблюдать общественный порядок на территории школы, а также информировать о любых нарушениях местных участковых. Впереди у юных помощников много интересных мероприятий, встречи с работниками полиции и ветеранами правоохранительных органов, участие в тематических сборах, соревнованиях, играх и конкурсах. С юными полицейскими встретился мой коллега Феликс Бритаев. Равняйсь! Смирно!
В отряд юных полицейских старшеклассники вступают в торжественной обстановке. Все по-настоящему. Принимают присягу и обязуются быть честными, помогать инспекторам и жителям района. В обязанности юных полицейских входит и профилактическая беседа со сверстниками. Темы самые разные. Как вести себя в общественных местах, защитить себя и близких от действий мошенников и хулиганов. Мы следим за порядком в школе, на мероприятиях, потом следим даже не возле школы, то есть чтобы правильно переходили дорогу дети. Вступить в отряд может каждый. Главное прилежно учиться, быть активным и толерантным. Для многих мальчишек это шаг к исполнению мечты. Хочу пойти по стопам своих родственников, своего отца и дедушки. Они служили у меня в полиции. И если у меня появилась такая возможность, я хочу поступить в ФСБ, и вот появилась возможность, чтобы попробовать узнать, что это такое. Отряд создан отделом МВД по Ардонскому району на базе первой Ардонской школы. Подобный проект реализуется впервые. Старшеклассники серьезно относятся к работе, ответственно выполняют все поручения, сами предлагают идеи и темы для мероприятий. Данный отряд создан с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних в общеобразовательном учреждении. В этот отряд входят дети, которые обучаются на хорошо и отлично, ведут здоровый образ жизни. Дети, которые участвуют во всеразличных и российских, и республиканских олимпиадах. В нашем районе 12 общеобразовательных школ, и мы в скором будущем планируем, что у нас в каждой школе появится данный отряд. Отряд юных помощников полиции уже зарекомендовал себя как гарант соблюдения общественного порядка на территории школы. К старшеклассникам прислушиваются и начинают подражать им. Кроме того, ребята проходят обучение по правовой и физической подготовке. Появилась какая-то ответственность за младшие классы, как-то статуснее они стали, если можно так выразиться, несут гражданскую ответственность в жизнь школы, следят за порядком, принимают активное участие в общественной жизни школы, района. Ну, только совсем мало времени пока прошло, но мы надеемся, что эта программа будет продолжаться. Юные друзья полиции появились в Ардоне всего месяц назад, пока добровольцев 10. Желающих пополнить ряды с каждым днем становится больше. В качестве наставников сотрудники полиции, они подбадривают ребят, советуют заниматься спортом, чтобы быть в хорошей физической форме. Главная цель полицейских – объединить как можно больше молодых людей. Возможно, в будущем полицейскими станут не все, но у каждого уже сегодня своя активная гражданская позиция и желание стать достойным гражданином своей республики. Феликс Бритаев, Игорь Войцеховский. Новости Осетии. Премьера фильма «Дедушка Шердон» прошла во Владикавказе. Режиссер, уроженка Северной Осетии Олеся Тишина организовали показ благодаря поддержке регионального штаба партии «Единая Россия». Это добрая осетинская комедия о том, как дети задумали вызвать знаменитую пиковую даму. Дедушка одной из участниц решил подшутить над ними, предложив вызвать Шердона. Для того, чтобы встретиться с героем нардского эпоса, ребятам нужно будет выполнять ряд заданий. По словам Олеси, дети с большим интересом изучают нардский эпос. Цель проекта – показать культуру Осетии за пределами России. Как гармонично переплетаются на Кавказе традиции и современность. Во время премьеры стало известно, что фильм представят на фестивале в Англии. В первую очередь я очень хочу, чтобы зритель получил удовольствие, потому что я очень старалась показать именно такую осетинскую комедию. Очень редко сейчас в наше время люди снимают комедию, потому что это считается очень сложный жанр. Но я надеюсь, что зрителю понравится, зритель улыбнется. Показ фильма на международном фестивале – это высокая награда для юных создателей «Дедушки Шердона». Уроки актерского мастерства они получают в школе кино «Алания Вуд». Это первая на Северном Кавказе школа, где этому искусству учат детей. В программе особенности сценического движения, правила постановки речи, умение раскрепощенно и свободно чувствовать себя на сцене. В творческое мастерство и побывали мои коллеги. На уроках актерского мастерства ребята учатся особенностям сценического движения, правилам постановки речи, раскрепощенно и свободно чувствовать себя на сцене. В детской актерской школе кино «Алания Вуд» дети разного возраста. Кто-то пришел на курсы целенаправленно, потому что с самых малых лет мечтал стать актером. Другие познакомились с профессией уже здесь.
Я с детства не хотела стать актером, я вообще не знала, кем я хочу стать. И вот в один момент я начала смотреть много сериалов, много фильмов, и я смотрела много интервью актеров, и мне прям понравилось, как они об этом разговаривали. Они были такими счастливыми, и что я сама захотела стать актрисой, попробовать это. Школа кино Алания Вуд единственная на Северном Кавказе. Здесь обучается порядка 40 детей от 5 до 17 лет. Обязательная программа – просмотры авторского кино. Так юные актеры учатся анализировать. Кино, говорят ребята, погружает в другой мир, заставляет думать и меняться. Педагоги очень хорошие, добрые, хорошо обучают. Нравится все здесь. Преподаватели школы кино уверены, все дети талантливы. Просто каждому нужен подход. Главный помощник – сцена. На ней ребята раскрываются и становятся увереннее в себе. Нет закрытых детей. Есть те дети, которые просто еще не научились говорить о своих чувствах, о своих эмоциях. Они просто еще не знают их. Руководитель школы Олеся Тишина, выпускница Всероссийского государственного института кинематографии. Киноискусство выбрала не случайно. Оно, по ее мнению, сегодня на новом этапе возрождения и обновления. Восторг и восхищение вызывает богатая история осетинского кино. Свой след в ней решила оставить и Олеся. Я решила сделать все возможное, чтобы дети окунулись именно в мир искусства кино, чтобы они понимали себя, потому что здесь есть очень сильная разница между театральной деятельностью и кино, потому что, допустим, в театре ребята там изучают что-то, учат роли, да, и как-то больше переигрывают для того, чтобы их можно было услышать, увидеть. А в кино наоборот. В кино нужно быть собой, нужно понимать себя, понимать, кто ты, что ты хочешь донести. Школа работает год. За это время успели снять 3 социальных ролика и 2 короткометражных фильма. Все работы получили награды на российских кинофестивалях. Впереди большие планы. В школе хотят открыть группу, преподавать в которой будут только на осетинском языке. Мы хотим создать одну группу, чтобы в ней дети обучались актерскому мастерству на родном, на осетинском языке. Так как сейчас, из того, что вижу я, очень маленький процент детей, они владеют осетинским языком, очень мало говорят. К сожалению, многие даже не интересуются им. Поэтому мы подумали, решили, почему бы не сделать, да, то есть дети, которые хотят обучиться и актерскому мастерству, ремеслу, и в дальнейшем, может быть, это будут будущие актеры осетинского театра, и я надеюсь, наш возрожденный кинематограф осетинский, то есть ребята, которые смогут сниматься именно на родном языке. Поэтому мы хотим в ближайшее время набрать одну такую группу, в которой детки будут говорить на осетинском, на родном языке. Педагоги стараются сделать каждый урок запоминающимся и полезным. В школе кино Алания Вуд уверены, кино в Осетии будет. Алина Габуева, Алана Тамаева, Диана Кабалоти. Новости Осетии. На этом моя часть выпуска завершена. Передаю слово своей коллеге из осетинской редакции Берте Беджеловой. Берта, здравствуй. Божныкле на махтартарса тако там самодиша гравдышт. Разу заштам кучбарако той хетаката кошта юбилей хушари рештоны. Савр фада тейшка шагдарна на республика и фадылтарна хашкан заштам на уажа гима. Чего уйбажон зашту чешил фаштадарнар тауал реклама.